До открытия мемориальной плиты служители Новоафонского монастыря, ветераны, представители городской администрации и жители Нового Афона возложили цветы на братской могиле у стен монастыря и почтили память погибших воинов в Отечественной войне народа Абхазии. Председатель Священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар прочитал заупокойную молитву погибшим защитникам Родины. В годы Отечественной войны народа Абхазии все лечебные учреждения были переведены на военный режим работы, то есть перепрофилированы в военные госпитали. С начала войны Новоафонский прифронтовой военный госпиталь функционировал на базе Новоафонской больницы. Всего здесь было 70 коек. С того момента, как начали поступать раненые, возникла острая нехватка мест. Тогда, в октябре 1992 года, по инициативе главного врача Национального онкологического центра, заслуженного врача Абхазии, начальника медицинской службы фронта Афоно-Сухумского направления и Новоафонского прифронтового военного госпиталя Льва Аргун было принято решение разместить госпиталь в Новоафонском монастыре. До июльской наступательной операции госпиталь располагался на втором отделении этажа, но и перед буквально наступательной операцией начались массовые обстрелы, и возникла необходимость перевода в подвальное помещение. Я как-то спросил своего брата, когда он вышел с операционной, по-моему, после операции осколочное ранение, которое перебило нижнюю конечность в области сустава, зашло в брюшную полость. Операция продолжалась длительно, осколок не умещался на ладони, когда показал. И я его спросил, а как он будет жить? Он развел руками и сказал: если и он выживет, я не понимаю, как они выживают. В мирное время такие все погибали. Я тоже развел руки и направленный к храму и сказал: Слава, где мы находимся? Мы находимся в храме. Стены помогают, Боженька нам помогает. Действительно, это большой феномен, очень раненых, вопреки, там есть, травмы, несовместимые с жизнью, они выживали. И действительно происходило чудо исцеления. В период войны в Новоафонском прифронтовом военном госпитале медицинскую помощь оказали более 2500 человек. Большей части из них были проведены тяжелые операции. Врачи и медсестры иногда сутками не выходили из операционных. Времена, конечно, были очень тяжелыми, если еще и учесть тот материально-технический потенциал, который был, и особенно кадровый потенциал. Но я должен сказать, что те медики, которые собрались в Гудауте, в Новом Афоне, в Тхорчале, не сетовали на имеющиеся тогда трудности, а приняли сразу за организацию медицинской службы, за организацию медицинской помощи раненым ребятам теми силами и средствами, которые были на то время. Коллектив хирургов, тем более, был очень малочисленный, но во главе с асом хирургии, Славой Аргуном, они творили, еще раз повторяю, чудеса. Подвиг, совершенный врачами и всеми медиками во время войны, вызывает восхищение и гордость. Все, кто работал в госпиталях, несмотря на усталость, полностью отдавал себя профессии, оказывая помощь и спасая жизни. Врачи и медсестры также теряли своих родных, но, несмотря ни на что, проявив мужество и непоколебимую стойкость, продолжали работать. В летний период, когда бомбежка началась, вот на территории, вот там бомба упала, вот там, вот здесь операционную сделали, вот здесь, в складе. Там машина прямо заезжала. Вот здесь мы спали. Там сыро. Телефон был. Там проблем не было. А столько дел было сделано. Вот бедных, вот трупы, которые привозили. Купали их. Машина отвозила, переодевали. Такой объем работы. А мы хирурги, которые работали. Но я хочу сказать, что мы тоже никого не подвели. За год, без 4 дней, через вот этот госпиталь прошло 2860 человек. Из них оперировано 1937 человек. Новоафонский прифронтовой военный госпиталь после Отечественной войны народа Абхазии был награжден орденом Леона, а подвиг, совершенный медиками в 1992-1993 годах, по праву является примером настоящего патриотизма и преданности профессии. Аля Катрапш, Алексея Гухава, Инала Гухава, Абхазское телевидение.